4 ноября закончится регистрация на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который стартует в Сочи в начале марта следующего года. Наша страна примет его уже в 4-й раз. Впервые Россия приняла фестиваль в 1957 году. В нем участвовал житель Новочебоксарска Николай Эриванов. С ним встретилась Ольга Пырычкина. Народный вокальный ансамбль «Сырнай» назван в честь музыкального инструмента, похожего на волынку. Его в ноябре 1979 года организовал Николай Эриванов. С тех пор он является бессменным руководителем. Как и 40 лет назад, Николай Лазаревич строг к своим девочкам. Плохо. На 3 с плюсом. Попробуй неправильно на полтона ниже или выше брать. Он сразу это учует. Даже если мы вместе поем, он сразу говорит: Фаина, неправильно поешь. На полтона, говорит, снизила или повысила. Вот. Слух идеальный, конечно, у него. Идеальный слух и способность к музыке у Николая Эриванова проявились в Москве. Туда в 1955 году 16-летний парень с чувашской деревни поехал учиться русскому языку. Работал на строительстве стадиона Лужники и Останкинской телебашни. Затем земляк пригласил в недавно созданный чувашский хор. Когда стало известно о том, что в Москве пройдет 6-й Всемирный фестиваль молодежи, правительство Чувашии собиралось отправить в столицу профессиональных музыкантов. Однако пришел ответ: в Москве уже есть отличный чувашский коллектив. Так Николай попал на фестиваль. Настроение до такой степени хорошее, вспоминая. Но выступали мы там в колонном зале Дома Союзов, а в колонный зал Дома Союзов тогда самый престижный, самый главный зал России был. Фестиваль шел 2 недели. К концу этого срока почти все иностранные участники наизусть знали и пели подмосковные вечера, рассказывает Николай. Я на 5-м Черемушкинской улице жил, да? И там, в общежитии, там одни студенты, это иностранные студенты. И там речка движется и не движется. Везде, во всех общежитиях прямо гремит. Это вообще вы не представляете, это как здорово это было. Уже после фестиваля Николай вернулся в Чувашу и больше никогда не расставался с музыкой. Во время работы методистом по фольклору в Доме народного творчества в Чебоксарах увидел на складе инструмент под названием шопор. Это род волынки. И решил научиться изготавливать такие. С тех пор он изготовил сотни различных инструментов, а его ансамбль получал престижные награды российского уровня. Что касается участников будущих фестивалей молодежи и студентов, Николай Лазаревич отмечает: в мире есть универсальный язык, который понятен представителям всех стран. Это музыка. Старайтесь чувашские песни хорошо петь, русские песни все, музыку на всех музыкальных инструментах. Ольга Пырычкина, Борис Андреев. Национальное телевидение Чувашии.